Порядка 200 фотоснимков, где запечатлены представители нашего народа во времена депортации и на родине в 50-е, 60-е годы 20-го столетия. Основная часть выставки включает в себя фотографии из личных дел работников Фрунзенского завода. Лишь у немногих сохранились снимки, кого-то из них уже нет в живых, но эти фотографии – отражение той непростой жизни наших родственников, близких, знакомых за пределами родины. Каково было мое удивление, когда на этой фотовыставке я увидела фотографию своей бабушки, Евлоевой Хадижат Абдул-Агаповны, потому что я не знала, что она была одной из сотрудниц завода. Об этой части биографии она никогда не рассказывала, когда была жива. И точно так же, как и я, любой житель Ингушетии может прийти и найти кого-то из своих родных, близких, знакомых на этой выставке. Такое большое количество сотрудников из числа ингушей на заводе – заслуга Джабраила Картоева. Его фотопортрет также украшает стенд. В дни, когда оказавшиеся в депортации люди практически не могли найти работу, он, фронтовик-орденоносец, занял во Фрунзе пост директора и активно помогал своим землякам, делится родственник Картоева, Берснако Газиков. Я это так прошел, не всех. Есть, которые родственники, близкие здесь, наследные, которые, может быть, я и не посмотрел, не успел еще посмотреть. Алхамдулиллах. Ну, в любом случае, все эти люди заслуженные люди. Они наше прошлое, это наше прошлое. Это заодно и будущее. По случайному совпадению человека, активно занимавшегося поиском этих снимков, зовут таким же именем. Они найдены известным ингушским краеведом Берснако Газиковым в государственных архивах России и Киргизии. Кропотливая работа, как отмечает он сам, заняла почти 2 года. Поездка была успешной. Но, как обычно бывает, мы, конечно, поработали, но всегда остается желание вернуться опять в те же архивы и посмотреть больше, потому что в течение месяца порой бывает невозможно выявить все, что там есть, и поэтому есть надежда и желание опять поехать, опять поработать и опять привезти новые материалы. Мы должны знать, чем жили наши деды, отцы, матери, наши родственники. Просвещение и напоминание. Мне кажется, это главное, что мы хотели этой выставкой сказать. Просвещение, чтобы люди знали, и напоминание, чтобы не забывали и знали, как вести себя в этих трудных жизненных ситуациях, как наши предки выживали в этих ситуациях, и брать с них пример. Стенды украшены снимками и других наших соотечественников, занимавших во время депортации видные руководящие посты. В архиве были документы, связанные с преподавательской деятельностью Дашлако Мальсагова и Тамары Тонтова-Мальсаговой. Оба они работали в Киргизском университете. Кстати сказать, Дашлако Мальсагов был единственный профессор в этом университете в то время, 1951 год. Поэтому мы привезли личные дела и Дашлако, и Тамары Тонтовны. Сама фотовыставка разделена на 2 части. Вторая состоит из фотографий, сделанных в ингушских селах в 1960-х годах. Мероприятия властных органов включали в себя создание в населенных пунктах примирительных комиссий из местных авторитетных старейшин и партийных функционеров, сельские сходы, на которых осуществлялось публичное примирение кровников. На стендах запечатлены моменты, когда создавались по приезду, после реабилитации, после депортации нашего народа обратно на родину, создавались комиссии примирительные, чтобы люди убрали кровные мести, которые были до выселки, чтобы мести начали уживаться. И на этих выставках запечатлены Малгобекский район, Ачулки, Сурхахинский район, Назранский район. В Бишкеке Берснако Газиков также выявил редкие кадры кинохроники 1956 года, где запечатлены наши земляки, работавшие шахтерами. Фрагменты фильма, как и саму фотовыставку, смогли оценить и студенты Ингушского госуниверситета. Выставка довольно, интересная, потому что история, которая несет малый вклад. У нас нет сохраненных данных о депортации, нет ничего, что мы могли бы прочувствовать. А сегодняшняя выставка, можно сказать, она меня поразила. Есть, показано, были люди, есть люди, остаются люди. Не знаю, как это передать словами, но чувство прям не передать.
Выставка проходит в холле научной библиотеки, продлится до 24 декабря, и ознакомиться с ней сможет любой желающий житель или гость республики. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.